Здесь где-то изба должна быть. Дальше, на восток. Но на верховье этой реки я избы не знаю. На лодке туда не ездил. Нигде ничего на навигаторе не отмечено. Я не знаю, где эти избы. А здесь вот на западе есть изба. И эта изба вам знакома. Я уже не раз показывал. И может быть, сегодня, если будем ночевать, многие догадаются, что за изба это. Всем привет, ребята. Сегодня 18 число, 18 февраля. Время 5 часов 22 минуты. Ну, где-то через часик уже будем выходить в тайгу. Налил чай. Сейчас попью чаек. Выспался. Долго, конечно, не мог заснуть. Очень много, там, как сказать, много раз вставал. 12 часов я подкидывал дрова. Потом, знаете, вот после 3 часов, хотя у меня тяга была, что я говорил весь вечер вам вчера, что немножко при открытом вытяжку делаете, и процесс горения потихоньку идет, конденсат не набирается. Но, ребят, 3 часа 15 минут произошло такое, знаете, как в интернете показывают, вулканы, взрывы такие. Вот у меня то же самое произошло. Такой всплеск вот этого конденсата. Также все разом как-то вот. Я сплю, знаете, вот сегодня я спал очень как-то, глаза закрыты, но мозг не выключается. Все слышу. И я услышал этот всплеск. Ой. Столько воды вышло с этой дёготью. Жесть. Вовремя я заметил. А вот когда крепко спишь, там можно отравиться. Вот. Ну, я с вчерашнего вечера много думал, что можно сделать. Одна идея пришла в голову. В принципе, хорошая идея. Возможно, я в полевых условиях это могу сделать. А в принципе, я отдохнул. Было очень тепло. Все время у меня дверь была открыта сантиметров 5, бывало 10 открываю. Очень тепло, очень вообще классно. Да, и на улице сейчас я посмотрел, всего только 3 градуса. Печка у меня совсем погасла, там чуть-чуть угольки остались. Задвижку оставляю открытым, чтобы не повторилось ночной кошмар. Вон сколько дёготи, опять выскочила оттуда. И думаю, труба все-таки пошла вверх. Ну, печка спустилась, труба зависла, но она как-то вот, почва гуляет. Вот. Что еще добавить? Все убрал, как обычно. Ночью я занес вторую мышеловку вот сюда. Здесь мышь шумела всю ночь. Там еще вторая мышеловка. Вот. Спасибо, изба. Пойдем дальше. Не знаю, может и сегодня снова здесь будем ночевать. Пока ничего я сказать не могу. Вот, тоже дверь чуть-чуть приоткрытым оставлю. Как всегда. Вот так. Вроде все, ничего не забыл. Ну, уже рассветает. Сегодня как-то перебор ветрено. Ну и на улице не холодно, тепло так. Глисты уже. Слышно их. Вот такие пироги. Пока, изба. До новых встреч.
Ну вот. Опять в целину. Опять в целину зайдем. Идти буду медленно, чтобы не вспотеть. Спокойным шагом так. Просто прогулка. Смотрите, какие бугорки снега вот. Вот там висит, вон там, дальше. И здесь. Вот смотрите, эти елки. Елки уже скинули этот снег, который вот всю зиму их спасал от мороза и гнет, и ломает, и всякое. Но вот уже весна. И как птенцы вылупляются. Снег скидывают. Вон они. Вон там тоже. Вот. И готовятся уже к весне, к лету. Процесс пошел. Видите, как много снега тут. Ух, бля, упадешь на. И смотрите, как гнет их эти деревья. Я одну елку спас. Он выпрямляется. Прям выпрямляется, он весной наберет сок, выпрямится и будет вообще хорошо. Второй еще вон там. Смотрите. Но они молодые, не хрупкие, не ломаются, но все равно достается им. Прошел первые сотни метров. Пришлось раздеть вот этот, как сказать, ошейник. Я ошейником называю. Ну, для горла, так, шарф. Как же он на Б как-то называется? Не помню. Балаклава или что там. Вот. Ну, первые, конечно же, первые часы всегда так. Всегда потеешь. Как-то первое время, все время, как будто есть такая спешка. Потом тепло одет, на улице сегодня потеплело. Ну, ветер-то, порывы-то, сейчас в данный момент какой-то штиль, порывы есть. Ну, тоже, если легко одеться, можно простудиться. Одним словом, вот, смотрите, опять уже поднимается непонятная погода. Ну, весенняя уже. Весной всегда так. Весной, в марте уже совсем ветрено будет. Февраль, месяц пурги. Но сейчас пурга перешла на месяц март. Февральская пурга сейчас в марте в основном. Вот. Рюкзак немножко, но легче стал. Считай, чуть меньше половины буханки хлеба съел. Консервы съел. Сегодня с утра лапшу одну разбавил. И вчерашний суп доел. Вот. Конфеты съел немножко там. Все равно это каждый грамм я считаю, и с каждым граммом все легче становится себе, и рюкзак легче, и тебе будет легче идти. Вот, я вообще столько еды, вообще, если б знал, что приду сюда на свою избу, я только бы взял полбуханки хлеба и все. Но консервы, может быть, еще. У меня продуктов здесь на полмесяца есть. Не надо ничего на себе таскать. Просто планы у меня другие были. Может, я найду следы волка. Куда пойдет этот след? В другой избе где-то буду ночевать. Ну, все пошло по-другому. Ну и может и к лучшему. Но самое главное, ребят, честное слово, давно уже такого не было, чтобы вот в моей избе ночевали и так чисто оставили избу.
всякое бывало там и... Ну, в основном пол подметут, там оставят возле печи. Помните, когда оставляли даже пустую бутылку на столе, типа какой-то знак, что он там был кто-то. Мне это лично не надо. Консервы вот сейчас мужики съели вот, и они там у меня в коридоре мешок, куда я уже второй сезон собираю все эти банки и довезу домой или же куда-нибудь закопаю. В принципе, можно закопать, он сгниет, ничего страшного это не будет. И все банки они тоже оставили в мешке, там свежие банки, свинина. Или до этого кто-то тоже был. Факт, что свинина там есть. Потому что я всегда ем йошкар-олинские консервы в основном. А там другая фирма. Ну так болтаю, чтобы легче мне было время, я там легче идти. А снимать нечего, однотонно так. Такой лес, то густой, то сосняк. Будет что-то интересное, конечно же, включусь, буду снимать. А сейчас я иду дальше. Только вперед. В планах 15 километров. И не меньше. Чинталунгеры. Ну, иду по ельнику. Там перешел ручей был. Еще у нас по пути будет еще речку будем переходить. И второй ручей большой. Вот это все по пути. Лес однотонный, солнца нету. Все время надо смотреть на навигатор. Скажем, вот если болото, где-то вырубка для ориентира там. А тут все однотонно, блин. Какой-то нерадостный лес. Вот. Мелкие березы, но сырое место. Местами, знаете, снег вообще не держит. Сейчас такие места попадал, что даже широкие лыжи не помогают. Проваливаешься, блин. Очень сильно. Вот такие места очень надо осторожно как бы переходить. Если вот так наступить, то надо сразу скользить. Потому что запросто своим весом можно сломать лыжи. Надо скользить. Это уже листы от шишек, семена. Так, ладно, сейчас дальше выключаюсь. Ну, что тут снимать, ребят? Сейчас как дойду до реки, там включусь. Найти еще немало, в принципе. Здесь рябчик ночевал. Он там сел. Вот. Если посмотреть, раз, два, три, 4, 5 таких отверстий. Он выныривал, как бы по снегу шел, посмотрел вот так 5 раз. Ну, дед говорил у меня, что сколько дырок, столько еще снегопадов будет. Не знаю, вот только за какой период. Такие приметы раньше были, не знаю, это вот за месяц или за весну, не знаю, но вот по дырочкам 5 снегопадов еще будет. Мы ждем, что уже снег растает, а возможно еще будут снегопады и немало. Здесь такой сосновый сорный лес появился. Вот. Наконец-то
основное прошли, там ельник. И здесь уже, когда сосновый лес, там уже немножко просвечивает. Для ориентира, вот скажем, я по навигатору иду, смотрю, потом вижу вот такое вот прямое место. Вот уже не надо навигатор, я иду по направлению, возьму, вот, как, скажем, какое-то дерево, и легче идти. Вон взлетел рябчик. Надеюсь, видели, вон там на сосне сидел. Это рябчик был. За 2 дня, получается, 3-го рябчика я увидел. Здесь еще по пути один след у куницы был. Такой маленький след. Вот видите, как свободно. Вот я возьму это направление как коридорчик и просто иду прямо уже. Получается прямой путь. Вообще класс. Очень похоже, что я дошел до реки. Что еще открылось. Ой, блядь. Ну да, это река. Вон она. Вон там все открыто. Где-то надо переход толковый найти и перейти речку. Фух. Так. Спуск, конечно. Ай-яй. Ребят, решил попить чаек. Невозможно, устал, блин. Но идти нам еще, ого-го. Иду по ельнику, потому что на открытые места я выходил. Там вообще снег перестал держать. Вчера более-менее, сегодня хуже уже держит. Завтра, думаю, еще хуже будет держать. Видел штук 5 рябчиков. Чем дальше от избы севернее иду, птиц больше. Рябчик здесь больше водится. Ветер, блин, снег с деревьев падает. Но это хорошо, знаете, вот. Пусть оттепель будет пару дней. И ударят заморозки. И снег вот тогда уплотнится. И ходить будет легче. Вот. Ну и я за эти дни столько километров пройду. И по такому снегу, что я, знаете, пока и даже думать о походах не буду.
достанется за эти дни мне. Раз решил побродить, значит будем бродить. Сейчас где-то километра 1,5 пойду на северо-восток, потом северо-запад пойду и уже пойду на запад. Оттуда пойду на юг. Такой кружок будет. Вот. Ну и думаю, я буду ночевать сегодня в чужой избе. Потому что мне сил не хватит, я уже далеко от своей избы. Здесь где-то изба должна быть. Дальше, на восток. Но на верховье этой реки я избы не знаю. На лодке туда не ездил. Нигде ничего на навигаторе не отмечено. Я не знаю, где эти избы. А здесь вот на западе есть изба. И эта изба вам знакома. Я уже не раз показывал. И может быть, сегодня, если будем ночевать, многие догадаются, что за изба это. Вроде пора уже кушать, но в горле так пересохло, что ничего не надо. Между прочим, 3 выстрела я слышал. Сперва один, потом как-то не понял. Потом прислушался и 2 раза еще. Как будто с двухстволки кто-то бах-бах стрельнул. В этой стороне где-то. Я уже прошел. Примерно от стрельбы левее я прошел. Там тоже изба есть. Может, с лунок чего-то стреляют, может, в лед кого-то стреляли. Не знаю. Но 3 раза я слышал. Именно когда я переходил речку. Да, тогда. Сейчас еще 2-ю кружку бахну и газку дальше. Наконец-то, ребят, я наткнулся на след. Может, про этот след и мне говорили. В какую сторону он вообще пошел? Что за след такой? Туда. Он туда пошел. Не по пути вообще. Не знаю, это следы волка или кого. Вот просто я не знаю. Вот такой вот, примерно вот такая лапа. Вот. Ну, с диаметром 7 сантиметров. Уже снегом все закрылось. 2 дня поиска, ё-моё. Ну да. Прям отчетливо видно, как моя ладонь, бля. Может, росомаха? Или рысь? Или волк? Как будто между лапами вот на вот расстоянии 30 сантиметров, не больше. Не знаю, чьи следы. Да, он туда пошел. Вообще не по пути. Если я туда пойду, я умру вообще. От усталости я не дойду. Все под снегом уже. Я ожидал, что в сторону избы куда-то пойдет. Нет, туда не пойду. Ладно. Вот это я и искал. Эти следы я нашел. Но совсем другую сторону он ушел. И не знаю, вот мне сказали, что это следы волка. Да вообще он не проваливается. Может, это другой след чей-то. Но не лисы. Он, ну блин, такой пятачок.
диаметров 7 сантиметров, не меньше. Ладно, фиг с ним. Пойду я в сторону избы. Там отдохнем. А еще где-то там знакомые места, там пройдусь еще. Сосновый бор, там лес, ой, старая дорога должна быть. Есть следы чьи-то. Горностай, наверное, пробежал. Похоже на горностай или... Да, горностай вроде. Короче, вышел на такой сосновый лес, сосняк. А тут я наткнулся на трасса у геологов. Знаете, вот, если долго идти по этой трассе, там начнется насыпь, которая идет с Боровска. Село Боровск или что там, поселение Боровск. Вот. Когда эту дорогу делали, именно насыпь, мы там ночевали в будке ихней. Там карьер, откуда возили там этот песок. Очень много техники было, КАМАЗы стояли. Мы там переночевали и дальше пошли. Но это очень далеко, вам скажу. Знаете, у дорожников мы ночевали, это пришли туда вообще с другого места, с другой реки. На лыжах все время ходили. У нас никакой техники не было, ничего. Просто вот на лыжах охотились, шастали. Молодые, сил море. Ну и с напарником тогда были еще мы. Вот. А сейчас в одиночку, конечно же, блядь, тяжело. Вон так лыжня остается. Так красиво, да? Очень красиво. Тут смотрите, что нас ожидает. Вроде выбрал место, думаю, пойду по трассе. А тут сколько гнутых деревьев. Если на буране пробиваться, все надо рубить. Пипец. Густая тайга кругом. Ладно, буду обходить и идти дальше. Останавливаться не станем. Вот так. Видели как? Всегда надо на середину наступать. Не надо на нос. Так. Вот середину. И когда выскакиваете с этого бугорка, вот весь вес вот туда скидываете. Вот тогда не сломаете лыжи. Не думайте, что на лыжи вы встали. Лыжи крепкие, выдержит ваш вес. Проверяли дома, что вот, скажем, гнется, не ломается. Но у каждой лыжи есть слабинка. Где-то да все равно хрустнет, лопнет. Всему свое время. И эти лыжи не вечные тоже. Вот так. А так нормально катит хорошо он. Сегодня снег такой сыроватый и скользкий. В общем, катит хорошо. Идти, в принципе, нормально. Ну, смотрите, сколько снега тут. Опа. Опа. Он выпрямится. К лету он выпрямится, он будет стоять. Вот. А эта сосна обречена, все. Он погиб. Придавила его конкретно. Вот.
Но тут уже места такие уже, что я все знаю. Частенько тут прохожу. В прошлом году не ходил, позапрошлом не помню, но она ходил тут разок. Где, вот скажем, знакомые места уже легче знаешь.